заместитель директора средней школы номер 13 города Жлобина имени Виталия Васильевича Гузова. Нам с вами несказанно повезло, а мне вообще вдвойне, потому что я с удовольствием представляю мою подругу, мою одноклубницу Зубрилину Инессу Владимировну, которая является начальником координационного центра при Министерстве образования для целей устойчивого развития. Она учитель английского языка. Что? Ой, да ладно. Вот. Она учитель-методист, победитель конкурса «Учитель года» 2011. Мы с ней там были вместе. Поэтому я рада вам представить сегодня ее как человека, который будет с вами работать по эффективным приемам, которые являются универсальными, и мы с вами в этом можем убедиться. Договорились. Добрый день. Добрый день, очень приятно видеть знакомые лица. Давайте мы сделаем небольшую такую рокировку. У нас вот этот стол свободен. Девочки, можно я вас попрошу сюда пересесть, чтобы вам было удобно? Это первое. Второе, прежде чем мы начнем работу, чтобы это было максимально эффективно, мы сейчас определимся по так называемым предметным составляющим. Потому что все содержание того, что вы увидите на экране, ну и в принципе моя предметная функция – это иностранный язык. Но если у нас есть люди, которые даже после, так скажем, вводной такой преамбулы к всему мероприятию, я имею в виду РОСа, на английском языке, еще не готовы переходить только на англоязычное содержание, я буду это учитывать. Если у нас не иностранцы, есть, замечательно, хорошо, все, я уловила. Тогда давайте мы сделаем так. Содержание того, что мы увидим, мы будем демонстрировать на английском. И упор я буду делать на коллег, которые владеют иностранным языком. Хорошо? А все, что касается методических таких комментариев, мы будем выносить на всеобщее обсуждение на русском языке. Ну и, наверное, некоторые преамбулы я тоже буду делать. Для иностранцев все на английском на экране, а для всех остальных я буду у нас нету системников этих сейчас переводных, поэтому мы будем это делать совместно. Вот если вы видели в схеме, то название, я даже не могу назвать это мастер-классом, это такой своеобразный калейдоскоп приемов. Называется «Советы учителя. Эффективно и просто». Я бы назвала это еще проще, знаете, дешево и сердито. С позиции того, что у нас не всегда хватает времени, у нас не всегда хватает ресурсов, у нас не всегда хватает возможностей, но тем не менее, вот то, о чем говорил Рос, да, хочется при минимальных возможностях достичь максимального результата. Есть такое модное слово нынче – интенсификация образовательного процесса. Вот мы все пытаемся к этому прийти, но не всегда это получается по той простой причине, что действительно нам чего-то не хватает все время. Приемы, которые я решила отобрать вот из всего того спектра, который пользуюсь сама, у них есть одно качество. Они универсальные с позиции, так скажем, валидности их в процессе образовательном. Их можно переносить на любые другие предметы с ярко выраженной содержательной составляющей. И, понятное дело, так как это иностранный язык, больше всего будет работать они на развитие коммуникативных навыков и умений учащихся. Но есть еще один плюс, который вот для меня лично был универсальным. Это те приемы, которые меня пока не подводили, когда я входила в незнакомый класс. Да, вот вы знаете, клуб «Хрустальный журавль», мы часто летаем и очень иногда попадаем в не совсем ловкое положение, когда видим детей первый и, возможно, последний раз в своей жизни. И кроме информации, которую нам до этого за неделю где-то предоставляет учитель, который постоянно работает в этом классе, об этих детях мы не знаем ничего. И вот эта ситуация, когда у тебя как бы в голове есть план урока, но ты не знаешь, как пойдет дальше, она заставляет иметь в кармане, виртуально, да, какие-то дополнительные вариативные задания. Так вот, то, что мы сейчас попытаемся с вами проанализировать, это как раз-таки те приемы, которые нужно держать на вооружении. Кроме того, что они действительно эффективны, их можно видоизменять. То есть в зависимости от ситуации, от обстоятельств, потому что мы никогда не знаем даже со своими собственными учениками, как пойдет дискуссия или разговор дальше, ибо никто не уверен в том, что
как бы план, имеющийся в голове у учителя, он будет реализован на 100%. Не мне вам рассказывать, даже имея замечательный план-конспект, его невозможно один в один повторить в 6 А и в 6 Б. Условия разные, как бы мы этого не хотели. Так вот эти приемы, их можно варьировать, их можно каким-то образом видоизменять. И некоторые из этих вариаций, ну, наверное, самые удачные я вам тоже продемонстрирую. Сразу же говорю, что, возможно, многие из этих приемов вы знаете, но я попытаюсь и на них посмотреть, может быть, не совсем с привычной стороны, попытаясь доказать, что вот этот вариант дешево и сердито, просто, но вместе с тем очень эффективно, порой лежит на поверхности, а мы его не видим. И первое, на что я действительно хочу обратить внимание сегодня, это характеристики. Вот как отобрать прием и как понять, что он действительно работающий? Есть ряд исследований, которые связаны с так называемыми коммуникативными системами обучения. И исследователи очень четко при помощи определенных акселераторов уже описали те характеристики, которые действительно работают практически на 85%. Я не говорю 100%, потому что даже в научных исследованиях допускается максимальная погрешность и минимальная погрешность, да, там 13-15%. Если говорить об этих характеристиках, то посмотрите, прежде всего это должен быть прием, который чему-то обучает. Вот при всем при том, что мы сейчас много говорим о компетенциях, это модно, это везде и всюду, но как бы мы ни пытались уйти от прошлого, знаете, ошибки прошлого надо анализировать для того, чтобы улучшить будущее, это понятно. Но педагогика неучастия – вот это то, от чего уйти нужно. Но это не значит, что нужно навсегда забыть традиционные какие-то вещи. Поэтому знания их никто не отменял. Я все время студентам, когда с ними работаю, говорю, вот вы все сейчас зациклены на компетенциях, вы об этом много говорите, но есть такое понятие, как знания, умения, навыки. Ну, в нашем предмете, например, у иностранцев идет вначале знания, навыки и умения, если такой нюанс. Так вот, представьте, что это торт. Первый слой – это знания, да, корж. Потом навыки или умения, неважно, и третий. И компетенция – это всего лишь шоколадная глазурь, которой мы заливаем сверху все эти 3 коржа для того, чтобы у нас получилось красиво и вкусно. Ну и вишенка на торте. Держаться эта глазурь без этих 3 слоев, этих коржей, не будет ни на чем, она просто растечется. Поэтому результата действительно работающего, классного не получится. Поэтому, как бы мы ни говорили, любой прием, любое задание, которое мы предлагаем детям, оно должно иметь какую-то определенную основу и базу. Дальше, это должно быть активизирующего характера упражнения для того, чтобы в процесс были вовлечены все. Очень часто на открытых уроках мы видим такую ситуацию, когда работает 3 ученика, остальные сидят балластом. Даже приемы, либо так называемые привычные сценарии урока, когда неважно какой это предмет, мы даем детям задания индивидуального характера, может быть даже творческого, но все остальные в процесс не вовлечены. Иногда этого ученика, который корпел над этим заданием 2,5 часа дома, а то и больше, слушает только учитель. Все остальные либо повторяют, либо уже ответив и получив отметку, задумываются над чем-то другим. И это тоже наши нюансы, которые мы должны учитывать. Поэтому это позиция номер 2. Третья характеристика, которую нужно учитывать всегда, невзирая на то, какой это предмет, это обратная связь. Вот сегодня Рос тоже нам говорил об этом, постоянное наличие обратной связи. Он, правда, проговаривал это по поводу своих блогов, но, тем не менее, для урока это тоже очень важно. Более того, приемы должны вовлекать в процесс абсолютно всех. Если говорить про предметную составляющую, например, в контексте моего предмета, это должно быть тренировочное упражнение, то есть задание, которое будет иметь под собой опору для отработки каких-то навыков, это тоже большой плюс. И еще один момент – это правильность. Очень часто мы закрываем глаза на какие-то погрешности в ответах детей с позиции, ну вот он говорит, он, да, вот он отвечает, он в процессе, это хорошо. Но это не значит, что мы должны его перебивать после каждой ошибки. Есть огромное количество техник, учителей вербальных, невербальных, для того, чтобы дать ему эти подсказки. И как бы это ни звучало, может быть жестко, мы обязательно должны фокусировать его внимание на ошибке. Другой разговор, что не каждую ошибку нужно учитывать при оценивании. Это еще одна позиция. Поэтому вот эти характеристики, в принципе, можете вот так вот ключевыми словами их пометить, потому что все, что мы сейчас с вами будем делать, это не что иное, как
анализ тех приемов, которые я вам подготовила. Мы будем проигрывать их на какой-то определенной группе людей, тех, которые владеют иностранными языками, а затем мы будем пытаться проанализировать, на какие из этих характеристик этот прием работает. Я попыталась отобрать те, где этих плюсиков или птичек, неважно, будет как минимум 3 или 4, для того, чтобы четко увидеть, что это действительно полноценное, коммуникативно-эффективное задание. Договорились? Хорошо. Итак, начинаем с самого простого. Так, где мои иностранцы? Сейчас мы сделаем это очень хитро. Я не стала делать много, потому что я не знала, сколько будет людей в зале. Катя, вытягиваешь одну. Сейчас пойду по знакомым, тех, кого уже учил. Так что вам не попасть. Так, Наташа держит номер 2, еще одна Наташа номер 3. Андрей, безусловно. Только Андрей. Так, кто у меня тут еще с иностранным языком? Быстренько сориентировались, держите. Итак, самый простой прием. Прием, который обычно можно использовать в начале изучения темы. С учетом того, что мы как бы не очень знакомы, хорошо, близко, мы сейчас сделаем следующее. Итак, у людей, которые получили эти карточки, они встают, берут эту картинку и начинают общаться между собой, задавая вопросы так, чтобы ответы, то есть ваша же задача услышать ответы, которые есть в вашей карточке. И под таблицей, которая здесь, вы пишете имя. Например, я являюсь учителем начальной школы. Первое, да, только тут на английском языке. Значит, мы подхожу к Андрею, задаю ему вопрос. Are you a teacher of primary school? Если Андрей мне отвечает «да», то Катя пишет внизу «Андрей». И так далее. То есть ваша задача в течение очень ограниченного количества времени, 3-4 минуты, заполнить, то есть под вот этой таблицей, в которой есть 15 предложений, написать имена людей, которые согласны с этим утверждением и могут сказать это о себе. Договорились? Вперед. Время пошло. А у вас английский? Нет, если вы английским владеете, то на английском. Вот они же, у кого есть карточка. Пока. Да. Значит, смотрите, а я буду комментировать по ходу того, что они делают. Это может быть любая картинка, то есть таблица, в которой даны 15 фраз. Начинаю методический момент. Если вы работаете с детьми начальной школы, минимум с которого нужно начинать 9. То есть в этой таблице должно быть 9 позиций. Уловили, да? Дальше по ходу мы увеличиваем количество. 15 – это самое универсальное, потому что иначе затягивается сам процесс, иначе дети утомляются, и это мешает. Теперь давайте понаблюдаем за тем, что происходит у нас перед глазами. У нас такой своеобразный аквариум сегодня будет, потому что 2 процесса – наблюдение и выполнение заданий. Они отрабатывают определенные речевые вопросы, то есть модели. Они тренируют навыки свои, и, как вы видите, абсолютно все вовлечены в процесс. Вы понимаете прекрасно, что эта карточка может быть разработана с упором на какую-то определенную тему. Да? То есть она активизирует тот навык, который нужно отработать в рамках данного конкретного урока. Еще раз повторяю, содержание может быть абсолютно любым. Да. Если 25 человек в классе, это делается точно так же, но просто они разбиваются на группы и проводятся в нескольких локациях. Понимаете, мне проще, потому что у нас у иностранцев минимальное. Но если количество людей большое, это очень разумное замечание. Мы просто их начинаем разводить, потому что иначе это будет очень такой, балаган. Итак, я произношу слово «стоп». Стоп. Can we make a pause? I'm sorry. Yes, perfect. Итак, в результате давайте покажем народу, что у нас получилось. В их таблице, видите, под их фразами подписаны имена. То есть они узнали, они расспросили друг друга, они обменялись информацией, и сейчас они могут что сделать? Они могут подвести итог. Итак, давайте упадем на места, чтобы народу было удобнее. Окей? Итак, вот смотрите, мы начинаем с того, что мы попытаемся прощупать, что получилось на выходе. Итак, был там такой вопрос. У меня любимый желтый цвет. Are there people who have yellow as favorite color? Have you found any of them? No. Are there people who like milk? Okay. Whose name do you have? Итак,
Okay. You are. So this name is yours. It's not no. То есть идея заключается в том, что на этапе общего обсуждения мы пытаемся сфокусировать внимание детей на ключевых моментах, которые были включены в содержание данного упражнения. То есть идет не что иное, как проверка обратной связи. Они называют имена детей, причем это можно делать как угодно, тренируя различные структуры. Видите, я параллелю все это с иностранным языком. Например, мы задавали вопросы в прямой речи, а выходить можем на косвенную. Например, там, Андрей сказал, что он любит молоко. Понятное дело, что будут какие-то своеобразные трансформации либо изменения. А теперь смотрите дальше. Какие вариации могут быть у этого задания? Кроме того, что мы снова обсуждаем и дальше выстраиваем логику урока с учетом информации, которую получили, это можно объединять по группам. Если перевести это все в контекст дидактики урока, этот прием прежде всего работает так называемую актуализацию личностного опыта учащихся. Приема, который очень удачен для того, чтобы потом сделать мостик и перейти к целеполаганию максимально практикоориентированному. Потому что в этой таблице из 9 предложенных фраз может быть 8 по уже изученному материалу и 1 по теме, которая будет сегодня рассматриваться на уроке. Уловили идею? Тем самым мы вычленяем вот эту ключевую западающую нишу и начинаем раскручивать ее. Вариациями обсуждения на уроке могут быть вопросы. Например, видите, прием сам по себе называется бинго, то есть он такой классический, его можно найти в большинстве учебников по методике. Другой разговор, что он видоизменен. Видоизменен максимально на коммуникативную составляющую. Итак, например, найдите того, кто. То есть не просто мне рассказывают, там, Виктория любит там, играть на пианино, да? А мы находим кого-то. Найдите, кто, например, закончил, да, и разговаривает более чем на 4 языках. Do we have such people, by the way? Наташа и Андрей. И так далее. То есть мы начинаем вычленять. Если мы говорим про целеполагание, то вот эти люди, которые попали в эту счастливую группу, они имеют какой-то навык в этом отношении, они смогут стать в дальнейшем в процессе отработки нового материала никем иным, как лидерами групп, которые будут координировать определенную работу. Понятно для чего? Опять выхожу за рамки иностранного языка на более широкую плоскость. Кроме того, есть еще одна интерпретация. Попытайтесь найти то, что вас объединяет. Проанализируйте. У вас может быть несколько имен под одной и той же категорией. На основании этих вещей мы можем объединять детей в группы или в пары для того, чтобы потом продолжать урок. Уловили? То есть прием, в принципе, коммуникативный, но с точки зрения организации урока и дидактики дальнейшей мы можем использовать его содержание для того, чтобы перебрасывать мостики и решать большое количество проблем, которые возникают как бы сами по себе изнутри. Идем дальше. Нет, не дальше. Давайте теперь проанализируем, возвращаясь к первому слайду. Вовлекает всех участников? Да. Отрабатываем нужный нам практический материал? Да. Активизирует деятельность учащихся на уроке? Да. Отрабатываем какие-то необходимые нам навыки? Да. То есть, по сути дела, все очень просто. Не требуется ничего мудрого и хитрого. Да? Все, что это нужно, вставить нужное определенное количество предложений в таблицу. И после этого, в принципе, мы можем опять-таки переходить на другие уроки, то есть на другие этапы урока. Идем дальше. Если говорить про приемы вовлечения, есть еще несколько элементов, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Прежде всего, вспомните, в том списке была такая характеристика, как реакция, наличие обратной связи. Наши дети очень часто, не знаю, наверное, в силу нашего менталитета, не умеют реагировать адекватно и быстро. Ну вот это наша, нехай буде, ментальность, да, вот это люди на болоте, я себя иногда называю, и потому что мы очень часто как-то вот стесняемся, такие очень сдержанные в себе, и это проявляется абсолютно везде. Так вот, для того, чтобы этот навык развивать, соответственно, развивать мышление, критическое мышление детей, на этой основе, безусловно, поднимать планку, связанную с так называемым интеллектуальным развитием и так далее, можно использовать очень много разных приемов, и я вам тоже сейчас покажу некоторые из них. Опираюсь опять-таки на иностранцев, но потом опишу, о чем идет речь. Итак, прием называется quick quiz, то есть очень быстрая викторина, если дословно, да. Итак, представьте, я работаю сейчас на англичан, поэтому реагируют те, кто меня понимает на 100%, и отвечают тоже очень быстро. What is the capital city of the UK?
What color is grass? Name 5 different prepositions. Понятное дело, что дети, отвечая на вопросы, должны делать что? Хорошо. Пока я основывалась на вопросы, требующие одного ответа. А теперь слушайте меня внимательно. What is the 10th month of the year? Видите, реакция пошла, и ответы разные. 10-й мы считаем. Мы переносим цифру 10. Я спросила, какой 10-й месяц года. Вот если бы я сказала, какой сейчас месяц, ответ был бы сразу же, видите? А здесь вопрос поставлен так, что переносится на другую плоскость. Теперь смотрим дальше. John was born in May 1926 and died in October 2001. How old was he when he died? Джон родился, вернее, в мае 26-го и умер в октябре 2001-го. Сколько ему было, когда он умер? You are perfect. То есть что нужно в данном процессе? Мало того, arithmetics. Тут не только посчитать, тут нужно держать в памяти информацию, которую ты услышал. Ты не можешь дать сразу мгновенный ответ, хотя, по сути дела, это quick quiz, потому что у тебя в голове должен произойти определенный процесс. Это то же самое, как на уроке математики. 15 разделите на 5, прибавьте 4 и отнимите 7. Ну, я сходу это делаю, да? То есть идея точно такая же. Но выходим мы на другие вещи. Либо is 23 an odd or an even number? 23 это четное или нечетное? Тут задействуется уже, очень часто дети-визуалы начинают щуриться во время выполнения этого задания, потому что они представляют, о чем идет речь, понимаете, и так далее. Это первый вариант. Теперь вариант более сложный. Quiz, опять-таки quick quiz, but ABC quick quiz. Я буду задавать вопросы, ответами на которых будут слова в алфавитной последовательности. Это значит, что ученик должен держать в голове, какие буквы алфавита. Не знаю, последовательность, например, химических элементов таблицы, если мы переносим это на химию. Или ответы, где каждая цифра будет, например, там, на 6 или на 8 больше-меньше. Вы задумываете какую-то закономерность. И, учитывая эту закономерность, вы продумываете вопрос. Например, англичане. A place where a plane comes to land. Airport, perfect. This appears if you cut yourself. Blood. A vegetable that is orange in color. Carrot, see, and so on. То есть идея понятна. Идея понятна. А теперь еще один прием, как это можно использовать более широко, причем вот он универсальный на все 100%. Это не что иное, как импровизация того, что вы сейчас видели. Называется attention, please, внимание, да? То есть это действительно прием для активизации максимального количества внимания и получения обратной связи от детей. Представьте, что какую-то информацию какие-то термины, слова на иностранном языке, неважно что, вы проработали с детьми на предыдущих занятиях. Вы составляете с учетом этих терминов либо слов какой-то небольшой текст. И дальше при помощи записи, иностранцам подсказываю, вот многим уже рассказывала, есть такой хороший ресурс, называется From Text to Speech, где можно вкидывать вордовский документ, выбирать язык, мужской и женский голос, и вам этот текстовый документ буквально за пару минут перерабатывает генератор в MP3 файл. То есть вы можете его спокойно прослушивать. Так вот там можно, чтобы учитель сам не записывал, не читал, можно записать готовое высказывание для детей. Идея заключается в том, что они прослушивают текст, идет, если для иностранцев, то восприятие иноязычной речи на слух, так называемое активное слушание. И как только слова, которые у них есть, например, на экране, либо на доске, термины, которые были введены на этапе повторения, если они слышат что-то подобное, да, похожее, это может быть разные вариации этого термина, все что угодно, они должны сделать какой-то сигнал. Топать, хлопать очень шумно, поэтому обычно это либо поднятая рука, либо очень хорошее совмещение приема с так называемой физкульт-минуткой. Я не знаю, как вы, я терпеть этого не могу, потому что, физкульт-минутка ради физкульт-минутки – это выброшенное время. Поэтому все эти приемы надо максимально совмещать друг с другом, и, соответственно, этот вариант так называемый moving activity can be involved process. То есть идея ясна? Ясна. Возвращаемся снова к нашим характеристикам. Итак, вовлекает всех? Да. Реакцию развивает? Да. Отрабатывает определенный материал знаниевый как таковой? Да.
Плюс ко всему, если говорить про иностранный язык, здесь идет отработка лексики и грамматики. Еще один прием, который я вам советую попробовать, особенно иностранцам, но я думаю, что это можно перенести и на другие предметы, называется Coffee Pot Game. Возможно, кто-то из вас слышал. В своей собственной практике я, как правило, использую этот прием для работы с детьми при изучении, например, в 6 классе большого количества глаголов действия, когда у нас очень много, там идет неправильных глаголов и так далее. В чем суть? Одного из учеников просят на буквально 30 секунд покинуть класс. А дальше мы начинаем работать в следующем формате. Мы загадываем с детьми какое-то слово. Да? То есть игра-угадайка, по большому счету. Но игра-угадайка, которая очень сильно активизирует мышление. Ребенок возвращается и начинает задавать вопросы. Ну, давайте сделаем это на русском. Представьте, что я ушла, а вы в мое отсутствие загадали слово «бегать». Я задаю вам вопросы. Моя задача заключается в том, что я должна это слово угадать, а ваша задача максимально корректно ответить на мои вопросы. Но я не знаю, какое слово вы назвали. В идеале я вместо этого глагола употребляю слово «кофе-пот». Ну, давайте, заварочный чайник, давайте скажем кофейник, да? То есть по-русски это будет звучать так. Я умею кофейник? Вы мне отвечаете, да, ты умеешь это делать. На английском это, понятное дело, идет сразу параллельно отработка навыков. Хорошо, где мы обычно кофейник? На улице, на стадионе. С кем мы обычно кофейник? Когда мы обычно кофейник и так далее. То есть это самый простой, тривиальный вопрос, но тем не менее он вовлекает абсолютно всех. Почему именно 6-7 класс? Потому что у них в этом возрасте есть еще такая характеристика, как воспитание лидерских качеств. Называется «завали соседа». То есть им очень хочется быть лучшими, им хочется быть первыми. И они максимально активно в процесс этот входят. Поэтому в данном случае это один из моментов, который можно использовать для активизации внимания детей на уроке и использования каких-то чисто предметных характеристик для ее отработки. По аналогии с этим приемом я могу предложить еще один вариант, но этот прием работает больше, если говорить про иностранный язык, на существительные. В частности, нет, на английском языке они отвечают полным развернутым ответом. В том-то все и дело, что мы можем отрабатывать вопросы в определенном времени. Если бы я вам говорила, can I coffee pot? А вы мне отвечаете, yes, we can. Where do we usually coffee pot? We usually coffee pot. Полным ответом, с учетом определенного грамматического времени. И это может быть условием. Потому что если ребенок выполняет какие-то ошибки, учитель при помощи перефраза его, то есть мы не исправляем, мы ему даем возможность исправить самому для того, чтобы уловить, в чем дело. Я просто, Наташа, пытаюсь перенести это в общую плоскость. Этот прием больше всего работает, когда мы хотим активизировать лексику, и в частности абстрактное существительное, то, что потрогать нельзя, представить нельзя. Но те позиции, которыми у нас есть определенный порядок, например, фокус ассоциаций. Например, I'm a noun and I'm very important. Я существительное, я очень важен. Вот после такой importance, maybe, but it's not right. То есть, видите, я составила предложение, но оно пока ни о чем, кроме как указания части речи, о которой идет речь. Идем дальше. People demand it when it is taken away by dictators. Людям требуется это, когда у них это забирают. Freedom. Молодца. Например, еще такое. People in prison have lost it and want it back. Кто сидит в тюрьме, это потеряли, и они хотят получить обратно. Если все совсем сложно, то в конце мы называем первую букву, но не сразу, а только после того, как уже определенную последовательность характеристик мы упомянули и так далее. Уловили? Опять активизирует что? Внимание, обратная связь, отработка определенных речевых навыков и умений. И плюс ко всему это тоже очень хорошо работает так называемые надпредметные навыки, потому что мы фокусируем внимание не только на чисто предметной компетенции. Идем дальше. Вообще очень просто, но очень весело. Представьте, что я на доске написала цифру 3. Ваша задача догадаться, что бы это значило с позиции моей жизни.
Этот прием можно использовать не только на уроке. Это очень хорошо работает, например, когда вы хотите в классе, да, как классный руководитель, максимально вывести детей на такие дружеские открытые отношения. То есть пытаемся догадаться. Цифра 3, что это такое? Ну, пускай. Там еще что? 3 pets, can it be? Окей. То есть, видите, пошел вариант. Цифра может меняться, может быть слово, может быть название. Это все привязывается к предмету и к цели урока. Но это опять-таки не что иное, как максимальная активизация внимания детей. Все очень просто. Кроме цифры, посмотрите, это может быть слово любое, как я уже сказала, либо прием связанный, видите, something nice which happened, когда они начинают описывать, что с ними случилось совсем недавно. Ну вот в данной ситуации это present perfect опять привязано к предметной составляющей. То есть мы фокусируем внимание на каком-то очень точечном факте жизни детей, но у них у всех есть желание догадаться и узнать, что это. Это способ, который немножко выходит, или я бы так сказала, не выходит, поднимается над предметной составляющей, но вместе с тем вовлекает всех детей в процесс как таковой. Следующий блок – это так называемые discussions, но это всего лишь никак не дискуссии, а приемы, которые активизируют разного рода формы. Предположим, это уже этап рефлексии, да, в конце урока. Ну вот в данном случае называется сетевая дискуссия, прием, который можно очень удачно использовать на этапе рефлексии, и он даже для открытого урока очень зрелищный. Дети становятся в круг, у учителя в руках клубок ниток. На мизинце мы завязываем кончик, я помню, вижу и время, и этот клубок вбрасывается в этот круг детей. Почему клубок? Ну, чтобы не ударить, понятное дело. Но сбрасывается не просто так, а с одним посылом фразы. Например, мы не можем представить нашу жизнь без чтения. Задача следующего ребенка, который ловит этот клубок, заключается в том, что он в логической последовательности должен продолжить высказывание учителя. И если он это сделал безошибочно, абсолютно точно, ну, я опять делаю упор на свой предмет, он делает обмотку вокруг своего мизинца. Если что-то неправильно, он этого права не имеет, если, конечно, не исправился после вопроса на корректировку, которую он учителя или своих коллег получил. И он опять бросает этот клубок в рандомном порядке, но третий ученик, который его ловит, он должен продолжить уже цепочку последовательности. То есть они не повторяют то, что было раньше, но они развивают логику, последовательность, уместность, правильность. И на выходе вы понимаете, почему сетевая дискуссия, потому что в результате получается сеть из этих веревок. Опять-таки все вовлечены. Никто не знает, кто будет следующей жертвой, будем откровенно говорить, поэтому нету детей, которые просто отсиживаются. Они должны очень внимательно слушать и думать о том, что если он сейчас полетит в меня, что я буду говорить дальше. Поэтому здесь очень напряженный с точки зрения активизации процесса идет такой минимальный вброс. По количеству этих обмоток на мизинце, да, эти обмотки нужно учитывать при оценивании детей на уроке. Это очень хороший такой показатель, да, в активной оценке, в принципе. Еще один вариант так называемой дискуссии, я его называю ticket discussion, это тоже очень классный прием, который абсолютно универсален. Каждый ребенок получает 3 карточки, на них написаны слова. Это могут быть слова по теме, да, с темы урока, неважно, что вы изучаете, историю, географию или иностранный язык. А дальше идет следующая задача. Учитель снова вбрасывает ключевое предложение. Например, как здорово, что мы сегодня все на эдкэмпе. А дальше, понятное дело, что это не просто рандомные слова, а слова тематического какого-то блока. Ребенок должен продолжить фразу учителя, используя одно из слов, которое у него есть. Если фраза высказана верно, то учитель этот билет у него забирает. И опять идет аналогичная цепочка, выигрывает тот, кто остается без этих карточек самым первым. Вовлекаются все, активизируются материалы, процесс идет очень быстрый, они постоянно думают, они развивают критическое и логическое мышление, и это работает. Если говорить про детей, так скажем, таких, будем говорить, по чуть-чуть богом поцелованных в темечко, здесь есть еще одна вариация развития этого навыка. Я это называю crazy discussion, сумасшедшая дискуссия. Чаще всего я так издеваюсь над своими олимпиадниками в процессе подготовки их к этим лингвистическим различным конкурсам. Например, ты кола, а ты пепси, докажи, что ты лучше. Ты красное яблоко, а ты зеленое, докажи, что ты вкуснее.
То есть идея заключается в том, что вещи, которые мы предлагаем детям, они практически не разводятся. Ну, это очень сложно. Но это идеально подключает их творчество, необычное, нестандартное мышление. И тут развивается еще один навык – выкручиваться абсолютно в проигрышной ситуации. То есть когда ты вынужден выкрутиться, ибо ты должен хоть что-то сказать, даже если ты совсем не в теме. Ну и еще один прием, на котором, наверное, мы закончим, потому что уже время. Это так называемый воздушный шар. Так, давайте будем играть. Давайте все вместе, раз уж мы перешли на русский язык. Итак, мисс Татьяна у нас будет Татьяна Навка. Ольга Плотникова, ассоциации. Так, Андрей Булка, Валентина Терешкова. Так, какие у нас еще имена использованы? Анна Нетребко. И Екатерина II. Итак, представьте, что вот эти все люди, все запомнили, кто есть кто? То есть среди детей в группе вы распределяете... Это могут быть имена людей известных, это могут быть виды спорта, школьные предметы, ну все, что хотите, в зависимости от того, о чем вы говорите. Итак, представьте, что мы все летим на воздушном шаре. Что-то пошло не так, воздушный шар падает, и нам нужно кого-то выбросить. Итак, я считаю, что нужно выбросить Екатерину II, потому что... Ну и так Россия нас слишком сильно доминировала, поэтому вот пора уже честь знать, мы суверенное независимое государство. Итак, задача Катина заключается в том, что она должна придумать аргумент в защиту себя и перевести стрелки на кого-то другого. Катя? Я имею бесценный опыт в управлении страной, поэтому я предлагаю выбросить Татьяну Навку. Татьяна Навка попала под раздачу. Татьяна, защищаемся. Ну, я думаю, что у меня уровень C2 английского, и поэтому я наверняка останусь здесь. Правильно. Президента, поэтому послушайте. Следующий. Ольга Плотникова, белорусская. Я буду поддерживать дух эмоциональный, и без меня вы просто-напросто в панику впадете. Только я... Тем более. Я, кроме Екатерины II, никого не запомнила. Терешкова у нас специалистка. Хороший аргумент остаться. Да, потому что я кое-что знаю про космос и уже летала, поэтому у нас будет момент, чтобы починить и как-то выбраться из этой компании. Вы уловили идею, да? Ну, Валентина, почему я останавливаю? Нет, Булка не лишняя как раз основной центр. Я потому что вот на Валентине можно было хорошо остановиться, ибо она как раз-таки имеет опыт полетов, и я думаю, выжила бы даже без воздушного шара. Вот. Но идея в чем? Давайте теперь подумаем. Вот опять возвращаясь к тем характеристикам. Видите, все очень просто. Более чем просто. Не нужно никаких специальных приготовлений, не нужно никаких карточек, раздаток, ничего абсолютно. Но теперь давайте думать, что совершенствуется в процессе вот такого очень простого, но тем не менее эффективного приема. Реакция. Неподготовленная речь, если мы говорим про иностранный язык. Критическое мышление, потому что надо сразу придумать, да, за и против аргумент. Креативность. Еще. Вовлекаются все? Все. Да, работаем в команде. Плюс ко всему, то, что было сейчас, ну, люди. Но я еще раз говорю, можно перенести на все, что угодно. Виды спорта, увлечений. У меня был один прокол, я вам честно говорю. В моей практике этот прием дал только один сбой, один раз, в 10 классе при изучении темы образования. Я их всех разбила по предметам, и в результате мы все защищали несчастную белорусскую мову, потому что аргументов «за» найти, к сожалению, не могли. Это печально. Я к тому, что учитель должен предвидеть такие вещи. Вот я с вами делюсь своим фиаско, для того, чтобы вы на мои грабли не наступали. То есть бывают ситуации, когда ты понимаешь, что, наверное, может что-то пойти не так. И в кармане, опять-таки, должны быть вещи, которые пройдут и сработают на тебя. Вопросы ко мне? Замечательно. Добрый день, меня зовут Таня. Я хочу спросить, у меня такой вопрос. Да. Мы выполняли некоторые упражнения для того, чтобы развивать быстроту реакции. Коллеги, как вы думаете, для чего нам нужна вот такая быстрая реакция? То есть из серии «Кто убил, там, не знаю, царя? Кто застрелил царя?» И ты должен быстро сказать. Или «В каком году родился Лев Толстой?» Ты должен быстро сказать. Для чего нужна такая быстрая реакция?
реально в жизнь. Это не моя, я про искусство. Я про искусство, коллеги, реклама. Я вчера беседовала с Рашидом Мустафой Саваром, это представитель детского фонда ЮНИСЕФ в Беларуси, и он сказал, что на сегодняшний день есть 3 ключевые проблемы, которые он вот, очевидно наблюдает в белорусской системе образования. Дети не релевантны, как он сказал, то есть они не пытаются, понимаете, вот подстроиться под кого-то, они не умеют это делать. Да? Им явно не хватает вот этой гибкости и мобильности. То есть человек, который посетил очень много стран, и ему есть кого вообще сравнивать. И третье, это явно нехватка вот этих компетенций, так называемых КОСИ, то есть 4 вот эти коммуникативные, когнитивное мышление, кооперация и так далее. Я не соглашусь. Я лично считаю, что вот навык отвечать быстро, вот я, например, не умею отвечать быстро. Вот так, знаете, давать ответ, посчитай быстро сумму. Вот я взрослый человек это не умею делать. Но у меня вот такое особенность мышления. Я считаю, что гораздо важнее это научить детей фразами обдумывания. Вот в плане говорения. Почему мы не научим говорить «я думаю, что», ну и в разных вариациях под разные уровни конструкции. Не обязательно давать быстрый ответ, научите выражать точку зрения, мысли. Просто, Коллеги, точно так же, как и мы разные, и дети разные. Как раз таки вот есть дети, для которых быстрая реакция и просьба быстрого ответа заставить их активизировать какие-то клетки головного мозга, забыть про языковой барьер, выплеснуть вот этот вот на подсознательном уровне те знания, которые они имеют, и как раз таки вот, быть успешными на уроке. Конечно же, это делать часто нельзя, но вместе с тем иногда, мне кажется, это очень полезно. Именно быстрота реакции. Спасибо, да, Наташа. Да, 1 минута. Еще одно дополнение буквально. У каждого упражнения своя цель. То есть вы ставите перед собой свою цель, и вы ее добиваетесь, отрабатываете таким образом. Вы ставите перед собой свою цель. И здесь нет кто-то прав, кто-то не прав. По поводу вот именно в этом ключе. Когда мы отрабатываем очень долго, вот тут уже иностранцы меня больше поймут, и я именно к Татьяне обращаюсь. Когда мы отрабатываем очень долгое количество времени одни и те же фразы, типа «я считаю, что», «на мой взгляд» и так далее, они настолько сильно зацикливаются на этих конструкциях, что потом пытаются использовать их в любой ситуации и тем самым не развивают себя дальше. У наших детей очень большой пассивный вокабуляр и очень слабый активный вокабуляр. Вот вспомните, у нас все beautiful, nice, clever, но никак не иначе. Для того, чтобы этот навык и широту эту, способствовать развитию этому, нужно придумывать вот такие не совсем стандартные подходы, хотя они, в принципе, очень простые. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Инессу Зубрилину и готовимся к следующему мастер-классу. Калегі, хто застаецца тут на майстар-клас РОСа, то, калі ласка, зноў падыдзіце да валантэраў, вазьміце сістэму, аўдыёсістэму для перакладу.